Сегодня в России в День кошек принято баловать своих пушистых любимцев, но кошки из нехорошей квартиры в 16-м доме по проезду строителей в Ухте праздника явно не почувствуют. Живут они в условиях жуткой антисанитарии, голодают и нервируют своих соседей. Виктория Науменко следит за судьбой усатых. Самый настоящий кошкин дом. Неприятный запах мяуканья из этой квартиры разносится на весь подъезд последние 5 лет. Люди устали жаловаться в мэрию, полицию, благотворительный фонд «Добрый город». Те как-то приехали и забрали из квартиры 20 кошек и собаку. Но вскоре все повторилось. Свет и вода в квартире отключены, на контакт с соседями кошатница Татьяна не идет, двери не открывает. Пообщаться с ней нам удалось лишь при случайной встрече в подъезде. Я на дачу везла уже. Там есть, бегают какие-то одни. Так давайте мы этих заберем, которые бегают. Сколько их там бегает? Их вчера там 6 штук только сидело на окошке. Не ругайтесь только. Да мы не Надо помочь, мы все вам хотим помочь. Ну, посмотрите, что в подъезде творится. Мухи кругом, запах этот вонючий, отвратительный. Почему? От меня, что ли? Только от меня. От кошек? Мы вам поможем. Мы же не говорим, что именно от вас пахнет. Мы говорим, что вот именно из-за кошек, из-за их экскрементов. Татьяна, надо же с этим как-то бороться. Давайте мы вам поможем. Ну не убегайте. Это видео было снято в конце прошлого мая. Сейчас наша съемочная группа вновь наведалась в кошкин дом. Выглядывающих из окон животных, как в прошлый раз, нет. Резкого запаха тоже. Я по-прежнему делаю это в перчатках. Попасть в квартиру любительницы кошек по-прежнему невозможно. Что происходит за дверью, остается только догадываться. Но, по крайней мере, запах отсутствует. Как утверждают соседи, нам просто повезло. Запаха нет из-за морозной погоды. Когда теплеет, он по-прежнему ощущается. А кошки в квартире мяукают на все 5 этажей. Сейчас из-за того, что зима, как бы вот запаха практически нет. Но как только начинается потепление, вот этот запах, он действительно стоит. То есть животные сейчас там есть? Есть, конечно. Может, не в таком количестве, как раньше, но они действительно есть. Комиссия от мэрии при осмотре подтвердила антисанитарное состояние. Хозяйки направляли предупреждение, предложили освободить квартиру от непригодной мебели, мусора, разной утвари и провести санобработку. Ничего из этого женщина не сделала и повторно комиссию в Кошкин дом не впустила. Дело дошло до суда. Состоялось решение суда, иск был удовлетворен. Соответственно, на сегодняшний день администрация, я знаю, что запросила исполнительный лист и с помощью уже судебных приставов будет иметь доступ в данное жилое помещение для оценки состояния его. Соответственно, это будет последнее предупреждение данной женщине. Ответчица на суд не явилась, но по прошествии времени, предусмотренное на обжалование, она не обжаловала данное решение. Шансы привести квартиру в нормальное состояние еще есть. В противном случае любительницу кошек по решению суда можно запросто выселить и продать жилье на аукционе. И вряд ли это будет рыночная цена. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.